Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 9 по 15. Все хочется сказать с 19. С 9 по 15 октября мы посмотрим события для вас в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть по солнечному знаку, по знаку асцендента. Не забывайте о том, что прогноз общий. Не у всех он может проиграться, а может вообще не проиграться. Может детали какие-то найдете для себя здесь, подсказки какие-то. Так что прогноз смотрите. И обязательно пишите, как проигрываются данные прогнозы. Мне очень интересно. Я обязательно потом пересматриваю это сама тот же прогноз, когда вы пишете обратную связь, и смотрю, что же действительно совпадает там. Так что пишите. Итак, смотрим ваш прогноз, близнецы. Так, бриллианты свои тут эти уберу. Приглашение на какое-то торжество, на какое-то мероприятие, застолье у нас тут. Так, смотрите, есть тут какой-то обман. Карта обмана. Может быть, какое-то здесь предложение вам, но это большой обман. Так что будьте внимательны. Давайте-ка мы посмотрим, что это у нас тут. Покажите, не попадитесь на крючок, эта карта говорит. Да. Будьте внимательны, не попадитесь на крючок, отстаивайте какие-то свои интересы. Да, будет какое-то предложение. Будет какое-то предложение. А что у нас здесь с этим предложением? Дайте-ка я посмотрю точнее. Знаете, будто как кто-то с благими намерениями. Кто-то предлагает очень что-то такое вот, очень правдоподобное и очень такое, очень-очень такое прекрасное и замечательное, на перспективу что-то. Но здесь будет такой себе облом, ребята, поэтому здесь не попадитесь на удочку. Змея. Вот опять обман у нас получился. Есть какие-то сплетни, коварство, обман. У некоторых это может быть общение с медиками. У некоторых это человек, общение с человеком, от которого исходит этот обман. Высокий худой или высокая худая. Или человек, рожденный в год змеи, если, может быть, кто-то знает таких людей, знакомых. Так, что-то быстро и внезапно, да. Смотрите, может произойти что-то быстро и внезапно, и придется принимать какое-то быстрое решение. Угу. Приглашение на торжество у нас еще одно выпало, да? Застолье и приглашение на торжество, на какое-то мероприятие. И неприятность у нас туда. Неприятность.
Так что смотрите, да, тут какое-то скользкое дело, и если вы соглашаетесь, вот какая-то у нас тут еще неприятность. Или может быть, знаете как, случилась какая-то неприятность, и кто-то вам что-то сразу, какую-то, может быть, помощь предлагает, или что-то вот, но все-таки здесь какой-то подвох. Здесь какой-то подвох. Неприятность. Покажите мне, что здесь. Конкретика нам нужна. Что-то связано с каким-то молодым человеком, молодой мужчина или молодой человек. У некоторых это может быть связано с работой, учебой, обучением, получением какой-то информации, да, у нас тут. Угу. И что-то может испортиться, подпортиться, еще и ссора может быть на этой почве. Это что-то с домашними связано, вполне возможно. Все, что касаемо дома. Неприятность скользкая. Ну, вот как-то так. Давайте еще будем смотреть, что у нас тут еще может совпасть. Так, я вижу, тут видно, ничего не видно, да? Как-то так. И смотрим. А как разрешится эта неприятность? Покажите. Дайте-ка я посмотрю, как разрешится эта неприятность. Будет ли разрешение? Что сделать? Что нужно сделать? Да, какая-то ситуация тяжелая. Да, неприятность может касаться действительно какая-то бытовая, может быть, бытовая техника, может быть, давно у вас уже там что-то там барахлило, какая-то бытовая техника. Так. Или что-то очень давно, какая-то ситуация длится с мужчиной, связано что-то с мужчиной. Но разрешится оно. Нет, человек, который вам, которого вы любите, любимый вам человек. Да, может быть, здесь какая-то внезапная неприятность, что-то резкое и внезапно тут тоже подтвердилось. Поэтому будьте внимательны. Так, и смотрим дальше. Здесь, здесь. Ну и тут. Так, ну что, давайте посмотрим, подытожим, какие у нас тут могут быть события. Начало недели есть приглашение на застолье или приглашение на застолье у нас тут в конце выпало недели. Ну, может быть, это одно и то же событие. Ну, начало недели застолья у нас таки выпало. Может, у вас 2 застолья будет. Дальше. Есть какое-то предложение, есть какое-то скользкое дело, обман. Не попадитесь на крючок. Есть какая-то неприятность. Дальше у нас, и при том что-то быстрое и внезапное, либо быстрое и внезапное предложение, придется принимать какое-то быстрое решение, либо произошла внезапно какая-то эта неприятность, придется тоже быстро принимать решение, либо общение внезапное с медиком, тоже как вариант. Также у нас здесь может быть коварство, подлость и обман со стороны какого-то человека. Это мужчина или женщина. В основном змея показывает женщину, но может быть и мужчина. Высокая, худая или высокий, худой. Также это может быть человек, рожден в год змеи. Так, и приглашение на какое-то торжество, застолье. Вот конец недели. Это может быть, смотрите, или одно событие, или все-таки 2 каких-то вот застолья одно и приглашение второе. Может быть приглашение и сразу застолье, но у нас тут в начале недели выпало, так что как вариант может быть все-таки 2 таких приглашения. Ну а потом еще общение с медиком тогда. Так, ну вот, дорогие мои, вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.